Чё на РТС? Ну, наконец-то. Ждали и дождались. С вами снова Генрих Немчинов с новым выпуском с путешествия. Этот выпуск, пожалуй, начну с анекдота. Мужик построил круглый дом. Новоселье. Приходят гости и спрашивают, почему же ты построил круглый дом? Он говорит, во время проектирования подошла ко мне теща и спросила, зятек, а для меня ведь угол в твоем доме тоже найдется? Вот я и решил построить круглый дом. Да. Я, наверное, нашел этот дом. Он тоже круглый. Находится в селе Йортема Ударского района. Туда недавно ездили, и вот как это было. Ночью 26 февраля выехали, значит, мы с Сыктывкара. Ехали в сторону Ухты и свернули около Вогваздина на Ударскую дорогу. По пути нигде не останавливались, кроме тюрьмы. Да-да, в Ударском районе, в поселке Волжский, стоит заброшенный лагерь. В прошлом столетии тут свой срок отбывали заключенные со всей страны. Они помогали строить железную дорогу Микунь-Кослан. Теперь эта тюрьма пустует. Ну а мы продолжаем свой путь по Коми-Парме в сторону Усогорска. По дороге на Усогорск стоит такая интересная церквушка, она уже развалена. Внутри стоит крест, и там написано: «Я умирал зимой какого-то там 2002 вроде года, но не умер, воскрес, и этот крест теперь стоит». Кто знает, пишите в комментариях, почему эта церквушка построена и что там написано внутри. Мы приехали в Йортему и врываемся в село только с такой музыкой. Реклама! Село Йортема стоит на правом берегу реки Вашка. В дозорной книге впервые упомянуто в 1608 году. Село состоит из 5 деревень. В центре села стоит церковь Святой Троицы. Местные жители с помощью народа и своих сил восстанавливают памятник истории. Сейчас нужна помощь в восстановлении купола. Не судите строго, но реквизиты сбора средств оставлю тут. Кто пожелает, поможет. А вот и тот самый круглый дом. Дом-пароход, как называют его местные жители. Он построен Леопольдом Дмитриевичем Пантелеевым в конце 80-х годов. Схему сооружения полностью разрабатывал и чертил сам. Самой трудоемкой работой было изготовление стен, сооруженных из смеси щепы и шлака. На стену ушло 210 мешков цемента и 16 автомашин шлака. Теперь этот дом украшают милую Йортему. Действительно, очень красивое и колоритное село. Но мы с командой Йортему приехали неспроста, а на этнофестиваль в Кычьяс. Это коми-название, по-русски петли. Название фестивалю дал 8-километровый маршрут, положенный возле деревень. Пройти по этим кругам сможет каждый, но только на национальных или традиционных лыжах. Мы уже пришли в самый эпицентр празднования. Здесь настоящие вообще трибуны зрительские. И, скорее всего, и люди здесь борются прямо за подарки, за сертификаты. Вот посмотрите, какие есть красивые лыжи, они с орнаментом. А ты, Артма, первое место будешь ты? Да. Да? Кучем ты призы для вас? А ты анлыкумы нараз? 55. И ты быдлун контроланет. А сколько вы вообще бежали? 3 километра? Да. А за какое время пробежали? Я не знаю. Ой, вообще. А ты коми? А ты витясла на трудовой качанку лыжи? Да. Да? А кому поколение контролись? Окей. Окей. Вот здесь тоже, смотри, да, с оленины сделали. Да, но она сзади есть. Даже чтобы назад не тормозила. Как бы по шерсти-то они катят, а против шерсти вот попробуй. Она не катит. Раз, посмотрите, здесь целых 16 девушек, женщин стоят для того, чтобы пробежать 2 километра. Внимание, старт! Мне кажется, что эти ребята очень вкусно кушают клюкву. Клюква по коми-парме. Турику. Пока девушки бежали дистанцию, мы уединились есть клюкву и не только. Но Гудаквал заиграл на гармошке. Все мигом пришли на гармонь, и наш обед превратился в концерт.
Тем временем девушки уже прибежали. И Света тут как тут вышла их встречать. Ты медведян, чоломала ты анас. А ты будлун тасинед? А ты анаслана служил? Да, бачила. У меня мастер спорта звание по именно гонникам на охотничьих лыжах. Особенность фестиваля Кычьяс в том, что каждый год в ближайших деревнях воссоздают коми-древние обряды. В этом году в деревне Картувия показывали обряд крещения. Туда мы и отправились на снегоходе. Как говорится, берем ташку, выезжаем на Вашку. Сейчас поедем по одному из заброшенному селу. Вокруг Йортому таких сел несколько. Стоят старинные дома, доживают свои века. Это деревня Картувия. Убаджир есть, да, Мика есть, Крюк есть, да. Вот все остался там Мика Карамна деревня, ему деревня есть Мика Карамна. А деревня Асалама Куз 0 дом. Напомню, что в деревне Картувия показывали обряд крещения. Немного покажу его. В коми-языке обряд крещения переводится пыртом, пырчем. Можно сказать, введение человека в веру. А вот это чинаданы. Сначала освещалась емкость для крещения и одежда ребенка. Рубашка, нательный крест и пояс. После просмотра обряда с командой снежной бурей вернулись в Йортому. Продолжили трапезу, полюбовались победителями и не обошлось и без забавы. Ну-ка, пропустите младших, пропускаем. Вау, здесь, мне кажется, я могу ушашивать. Вот такие у нас дикари, девушки. Культурная часть села разнообразна. И это не только фестиваль Кычьяс, но и в селе есть постоянно работающая своя картинная галерея. Тут висят картины известных художников Республики Коми. А в галерее еще можно смотреть фильм. Ну что, путники с дороги, присядем, посмотрим фильм. Спасибо жителям Йортамы за гостеприимство. Мы сюда хотим еще раз вернуться, но летом, когда растает снег. Впереди нас ждал путь до Вашгарта. С собой мы взяли вкусные пирожки, которых по дороге съели. И до Вашгарта они не доехали. Время 5 часов вечера, мы приехали в Вашгарт. Хотим затопить этот дом. Тот самый дом, который мы восстановили. Да, для тех, кто не в курсе, скажу. Наша команда из 13 молодых ребят летом восстановили Вовин родовой дом и построили детскую площадку в далеком селе Вашгарт. Посмотрите, там рисунки Антонио Костроминджа. Это все вот делали ребята своими руками. Как-нибудь да мы все-таки попали в дом. Но оказалось, что там холодно, сыро. Печку натопили, дом все равно не нагревался. В итоге, спасибо семье Будриных, они нас приютили к себе, и у них и ночевали. О, спит еще. Бурасов. Где пехота не пройдет, и бронепоезд не промчится, Трошев на пузе проползет, и ни хера с ним не случится. Ух ты, а нам уже приготовили завтрак. Жареная рыба, свое лечо, соленые огурцы, башкинская капустка. Мы едим хариуса, по коми будет ком. Тут говорят щекот. Вы знаете, друзья, коми гостеприимство нам подарило, пожалуй, самое доброе утро. Нам на снегоходе сделали экскурсию по Вашгарту, и мы поехали. Куда мы едем? Мы едем на Кую. Река по коми Ю. Да, мы поехали на реку Ку. Там Света показывала мастер-класс, как надо кататься на лямпах. Это вот так, это вот так, вот так. Вот это да. Муним. Как Джеки Чан. Мастер-класс по лыжам. Спасательная операция по спасению Светланы Оленеводки. Быть в единении с природой. Вот смотрите, как быстро я качусь. Ловко, легко. Блин, опять запутала. Мне куда-то кок уезжает. Давай, давай. Покажем сейчас силу, мощь. И раз, два. Погнали! Блин.
Блин, а мой кошек Ветер в спину к магазину. После представления на лыжах Света Макарова решила играть по-крупному и буквально за 10 минут освоила езду на буране. Катание на буранах, кстати, гениальная идея для туристического маршрута по Ударскому району. Если вздумаете сделать туристический маршрут в Ударский район, всех туристов обязательно введите в Вашгард. Один из первых населенных пунктов на Ударе. На это указывает само название. Вашгород. Старый дом. Вашгард, говорят, существовал с 1490 года, то есть ему 532 года. Давным-давно в Вашгарде проводили крещенские ярмарки. Туда съезжались купцы со всей страны. Крещенская ярмарка была возможностью купить ткани для ударского костюма. Причем материалы с волома меча, шелковый. Выцветите мада, с кучем лома. Прямо жалко, сечем. Это парча, что сейчас парчевый. Лента и состав из парчевой. Парча, пожалуй, самая завораживающая ткань. Она с узором, для создания которой используют шелк и металлические нити, золото, серебро и сплав этих металлов. Благодаря такому составу парча получается достаточно большого веса, относится к тяжелым тканям. Но несмотря на тяжесть, одежду из парчи продолжают носить. Например, верх праздничной рубахи покоми сос полностью сшит из парчи, а низ покоми мыг или стан из простого домотканого холста. Особенность ударской рубахи в том, что на воротнике обязательно присутствуют 2 пуговицы. Ну все, свой рассказ я завершу. Надеюсь, вас заинтересовал посетить эти земли. Мы с командой попрощались с нашими друзьями и тоже поехали. Вам спасибо за просмотр. Следующие выпуски не за горами. Будут еще.